Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кто и как вас сегодня вспоминал? Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Мои милые, не забывайте, что отсыпочка у нас общая. Чужого не берите, но и свое не упускайте. Ну вот эта славная просто картинка мне очень нравится. Видите, вы вдвоем с кем-то. И в этой паре вы более значимая персона. А тот, кто с вами рядом, считает, что он чуть пониже, менее важнее, чем вы. Я так понимаю, что это взаимная, у одних отыграется, что это взаимная симпатия, то есть вы друг другу симпатизируете, у других отыграется, что вы в паре с этим человеком, но у третьих любовь любовная. Человек вспоминал, думал о вас, думал в хорошем положительном ключе. Человек думал, что ему очень сильно повезло с вами, что вы очень красивая, что он самый счастливый, что вы ему удачу приносите, что вы даете ему очень крутые и дельные советы, что с вами не пропадешь, что вы вкусно готовите, что вы умеете любить и заботиться. Но тут просто вот целая палитра, и вот все такие мысли, они восхищенные, с благодарностью, с порывом, с нежностью и с чувствами. Ох, если бы вы могли залезть в голову того человека, с кем вы рядом, либо того, кто вам нравится, вы бы очень удивились. Вы бы и восхитились, и удивились, и сердечко бы у вас порадовалось. Да, у человека просто как радуга в голове, когда думает о вас. Но вот все цвета, все эмоции, и все в плюсовом значении. У кого-то еще отыграется, что человек какое-то слово себе дал, например, вас порадовать, либо сделать вам хороший, дорогой подарок, отвезти вас на отдых, исполнить вашу мечту, что-то для вас сделать, не знаю, денег заработать, уборку сделать, да, куда-то вас отвезти. Просто вот слово сам себе, да, человек дает слово, что я это обязательно сделаю. Не потому, что меня просят об этом, а потому, что я сам этого хочу. Я хочу радовать свою любимую женщину, свою любимую девушку. Да, для нее хочу делать, ведь она делает меня самым радостным и самым счастливым. Ну, просто красота. Просто красота. Ой, кстати, у кого-то из девочек мужчина мечтает о ребенке. Знаете, такие мысли. Как бы это было бы замечательно, если бы она забеременела и родила бы мне малыша, похожего на нее, такого же красивого, умного. Да? И я бы был абсолютно счастлив. Да, мысли о ребенке были. О ребенке. Здесь взаимность налицо, и даже больше, чем взаимность. Человек полностью ваш, целиком и полностью ваш, и человек этому безумно рад. Человек себя посвящает вам. Так, смотрите, у самого основания здесь Овен. Овен. Может быть, человек по знаку зодиака Овен, а может быть по характеру, да, по сути, вот такой яркий, дерзкий, громкий, харизматичный, да, Овен. Это мужчина. Мужчина с правой стороны. Мужчина, который за вами наблюдает, мужчина, которому вы очень сильно нравитесь, мужчина, который, ну, вопреки какой-то сложной ситуации у него, либо у вас, да, может быть, он не свободен, может быть, вы не свободны, а может быть, вы вместе работаете, а на работе вам нельзя иметь романов, решил действовать в вашу сторону. Он себя тут полдня отговаривал,
и говорил, что это табу, это нельзя, это ничем хорошим не закончится, там нельзя разрушать ее семью, либо я же сам дал там обет, клятву своей там женщине. Но, в общем, думал, сам себя отговаривал и походу сам себя уговорил действовать. Пришел к такому заключению, что вот видите, жизнь одна, и, возможно, она не так продолжительна, как хотелось бы. Зачем я себя лишаю счастья? Вот ему хочется с вами счастье попробовать, вот на вкус попробовать, какое оно счастье. Как это быть с той женщиной, от которой тебя и трясет, и мурашит, при которой ты вот-вот потеряешь сознание, да, кислорода не хватает. Вот как это быть с ней счастливой? Но правда, вы на него так действуете, вы на него так влияете, что мужик, ну правда, вот потерял последние доводы здравого смысла и контроль над собой. Ну, в прямом смысле слова. Очень горячий, и эта горячность его, конечно, тут зарядила целиком и полностью. Я так понимаю, что он будет действовать. У кого-то отыграется, что очень дерзко и резко. Ну, прям подойдет, схватит в охапку и скажет: вот люблю я тебя, все. Я твой, ты моя. А у других отыграется, что мужчина, пусть не в наглую, но очень настойчиво начнет вас там звать на свидание, куда-нибудь там в кафешку зайти, там, проводить вас домой. Ну, вот как навязываться начнет. Это огненный мужчина, огненный. Либо Овен по знаку зодиака, либо по сути. Вот он такой Овен. Он заходит, его везде видно, издалека видно, и слышно, и видно. Очень харизматичный. Так, с левой стороны человек на букву Н ругался из-за вас с человеком, которого зовут на букву И. Это могут быть имена, и также это могут быть как клички, да? Никнеймы, как говорят сейчас. Это могут быть как мужчина и мужчина, так и мужчина и женщина, так и две женщины. Тот, кто на букву Н, отчаянно вас защищал и очень много хорошего о вас говорил. Ну, конкретные примеры, да, из прошлого, из жизни. А тот, кто на букву И, у него явно с головой не все в порядке. И мне кажется, что на И это женщина. Может быть, какая-нибудь там Инна или Ира. А может быть, еще какое-то другое имя на букву И. У этого человека на букву И как будто бы к вам и злость, и обида за что-то обида. И вот они ругались из-за вас. Н вас, значит, защищает, только хорошее. А И прям ненавидит и как такое злое, знаете, перевозбужденное что-то. Да. Возможно, эти люди даже как-то с вами связаны, может, вместе работаете, может быть, в родстве находитесь. Но, тем не менее, вот такая ситуация была. Человек на букву Н никогда плохого вам не сделает. Наоборот, чем сможет, тем поможет, поддержит. Только позитивные, положительные мысли о вас. А вот буква И, ой-ой-ой, вот тут берегитесь. Здесь и подножку может поставить, и в спину нож, и грязью облить. Да что угодно может сделать. Обида у этого человека на вас. Обида, злость и камень. Камень за пазухой носит. Так, еще с левой стороны. Ну, куриная лапка. Куриная лапка и образ женщины. Ну, кто-то на вас что-то делал. Вы все разные. У одних отыграется, что на вас делали, но как попало делали, либо человек вообще не соображал, что делал. Не сработала магия. А у других отыграется, что эта магия вам жизнь сломала. Испортила, прям все испортила вам. И удача ушла, и любимый ушел, и то, что вам было дорого и любо, тоже из жизни ушло, как отобрали у вас магией. У одних прям совсем не сработало, а у других прям сработало чуть ли не на все 100. Много вам бед принесла эта магия. Но делала женщина. Женщина, может быть, даже за мужчину делала, либо из-за мужчины делала. Там, приревновала и делала. Либо решила вашего мужчину себе забрать и делала. Вот, она о вас сегодня вспоминала. Причем вспоминала, знаете, в каком ключе? Что вас ничего не берет, что вы какая-то не такая, что вы, видно, сами ведьма, раз вас магия не берет. И еще она себя как отговаривала, что ее беды в жизни сейчас это никак не обратка, что это что-то другое. Вот мысли, да, что мне плохо, скорее всего, обратка пошла.
что вы сама какая-то ведьма. Но на самом деле отчасти она и права, и не права. Да, ее проблема в жизни сейчас — это обратка за вас. И даже если магия не сработала ее, все равно она получает свою обратку, свой откат. А если сработала, то здесь бумеранг. Бумеранг справедливости, который очень мощно ее ударил. Причем ударил, знаете, как по всему телу. Очень большой бумеранг прилетел. Ну, в общем, ей все хуже и хуже. А у вас наоборот. С каждым новым днем все лучше и лучше будет, да, как жизнь будет налаживаться. И если эта женщина в свое время какого-то мужчину у вас украла, увела, то этот мужчина, у него мозг начнет прочищаться. И он начнет делать попытки опять выйти с вами на связь, пообщаться, у кого-то прям уже и вернуться. Ну, в общем, магия уходит, и у мужчины мозг очищается, сознание возвращается, и любовь к вам возвращается. Ну, в общем, так, мои хорошие, да. Ну, женщина. Мне ее показывают лысой. Ну, лысая, значит, силы лишилась. Сил лишилась, да. И она сейчас смотрит влево, ей хочется как куда-то спрятаться от всех этих неприятностей в жизни. Как сбежать, наверное, хочется. Ну, здесь хоть беги, хоть не беги, а справедливость тебя настигнет, уже настигла. Дальше просто будет хуже, у нее будет хуже, а у вас будет лучше. Так, с правой стороны. Ну, здесь солидный мужчина, в возрасте мужчина. Мужчина может быть и старше вас по возрасту, а может быть вы даже и приблизительно ровесники. Но у мужчины какая-то должность ответственная и важная. Мужчина может быть руководителем, там, доктором высшей квалификации. Может быть, он какой-то там высокопоставленный чиновник, важный человек. Он большую шляпу носит. Не просто так, большая шляпа. Смотрите, этот мужчина, он вспоминал о вас, но вспоминал в рамках того дела, которое вы с ним, например, вместе обсуждали. Ну, допустим, если это доктор, вспоминал вас в рамках вашего здоровья, вашей ситуации. Если это начальник, в рамках вашей карьеры. Если это какой-то чиновник, в рамках вашей проблемы. Человеку, ну давайте так, здесь очень странная, конечно, картинка, очень похожа на душевную связь, душевное родство. То есть вы этому человеку очень приятны. И человек вам испытывает очень мягкие и теплые чувства. Это не про любовь. У кого-то отыграется, что только лишь начало, да, любви, а у других отыграется, что вы просто этому человеку очень понравились, очень приятный как женщина. Может быть, вы ему напомнили его дочь, либо жену, либо маму, понимаете, вот что-то теплое идет. И вот он думал о том, что бы он мог для вас сделать еще, чтобы он максимально мог для вас сделать, как максимально я могу ей помочь. Так, чтобы и по шапке не получить, да, если он чиновник, допустим, чтобы и ревность там не пошла со стороны там других сотрудников, если начальник ваш. Ну, опять же, в рамках, например, своей профессии, да, что я могу такого сделать, чем помочь. Прям очень вы ему нравитесь, теплота идет. И вот человек о вас вспоминал. Ну, знаете, у кого-то прям так и отыграется, что здесь начнется как дружба, помощь, поддержка, да, такое общение неформальное, да, начнется. А потом как-то это все плавненько перетечет в сторону более серьезных отношений. Ну, не у всех так, конечно, отыграется, у кого-то точно отыграется. Но на это время уйдет. Здесь достаточно долго времени должно пройти. У вас нет постоянного контакта с этим человеком. Если бы был постоянный контакт, может быть, все бы гораздо и быстрее сложилось. А так у вас какие-то вот разовые встречи идут. Ну, понятно, что в поликлинику к доктору вы же не ходите каждый день, нет. Либо там к начальнику своему, вы же не заходите в кабинет каждый день, нет. Вот, так что думал о вас. Думал и в очень теплом положительном ключе. Вот что я могу для нее еще сделать. Я хочу для нее что-то сделать. Вот прям чувствую, что я должен что-то сделать. В таком ключе думал. Так, чуть выше. Ну, у кого-то дети. Вы меня извините, но дети шалят. Дети что-то такое сделали, что от вас пытаются всеми силами скрыть.
Ну, чтобы вы как бы не наругали, там, и, например, там, телефона не лишили, либо компьютер не запретили, интернет не отрезали. Ребенок, мальчик, скорее всего, ну, либо девочка с таким мальчишеским характером, что-то начудила. И очень боится, что вы узнаете. Да, очень боится. И вроде как и совестно, да, ну плохо маму обманывать, либо бабушку обманывать, ну плохо, это очень плохо. Но с другой стороны, я не хочу быть наказанной. Вот в таком ключе думал ребенок, думала девочка, либо мальчик. Ну вот а вы по поведению заметите, вот просто по поведению, вы просто читаете, считаете, странненько себя ведет, да, как-то в глаза не смотрит, поймете. Не наказывайте строго. Ребенок и сам осознает свою вину. И поверьте, больше так никогда не поступит. Здесь нужно поговорить. Поговорить по-взрослому, да, доверительно поговорить. Объяснить, что да, все люди не идеальны, все могут ошибиться. Только нужно признавать свои ошибки, пытаться над ними работать и их исправлять. Вот это правильно. А сделать ошибку и скрыть ее — это абсолютно неправильно. Поговорите. Так, и с левой стороны мужчина, который сейчас где-то очень сильно далеко от вас. Очень сильно далеко. Вы все разные. У одних отыграется это ваш, допустим, знакомый, который сейчас уехал куда-то прям совсем-совсем далеко в командировку, либо переехал, может быть, на ПМЖ в другую страну. Либо это может быть какой-то знакомый, с кем вы познакомились, допустим, на отдыхе. Человек о вас сегодня думал, вспоминал, думал о том, что ему вас не хватает, что он хотел бы либо возобновить знакомство, либо продолжить ваши отношения. Думал о том, что надо вас, как видите, пригласить, позвать, либо самому в вашу сторону ехать, да, чтобы вас увидеть. Человек, который как не может вас забыть, понимаете, не может выкинуть из головы. Видите, ваш образ всегда у него перед глазами. Возможно, фотография есть. Да, постоянно смотрит на вашу фоточку. Либо он подписан на вас в соцсетях. Да, и вот прям буквально вот без 5 минут принимает решение. Либо вас к себе звать, приглашать, либо самому в вашу сторону выдвигаться, ехать. Интерес, тяга, желание к вам есть. В принципе, ничего плохого с левой стороны. Но для вас, скорее всего, это будет больше как сюрприз. Либо неожиданность, что именно этот человек о вас думает, вспоминает. У кого-то из девчонок так и отыграется случайное знакомство, да, где-то на отдыхе, на курорте. У других отыграется, что мужчина, с кем вы там общались, дружили. Либо, может быть, и что-то и было, но это было давно, и вы давно расстались, давно не виделись. Но он как-то объявится, он точно объявится, он в вашу сторону машет. Точно, в ближайшие несколько, может быть, дней выйдет как-то на контакт, на связь. И либо сам скажет, что приезжать, либо вас начнет звать к себе, там, где он находится. Так, мои милые, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.